Сәке, айтшы маған, түсіндірші маған. Өз балам өзіме қарсы шықты. На собственного сына начал копать. Ты где такое видел? Что я сделал не так? Мен түсінбеймін. Я же ему все дал. Барымды бердім. Он променял меня на этого гондона. Конченый ерлан, сука. Таки, балану надо бала. Кто его знает, почему он так поступил? Ты и твой батя разные люди, это понятное дело. Но без него мы никто, и звать нас никак. Он нам по-любой нужен. За что я заслужил такое? За что? И если он тебе что-то говорит насчет семьи, поедь к нему, поговори, выясни. Ценности пропали. Воспитания нет. Сана жоқ балаларда. Твоя задача сейчас наладить с ним отношения. Какие отношения? Он вообще непонятный. Тоже у меня отец. Ну, брат, ты же сам не ангел же. И чё? Отец нет, родители не выбирают. Создай впечатление, что ты идеальный сын. Потерпи немного, басқа можу. А? Мы забываем главное. Когда вот сборная Казахстана играет с какой-нибудь сборной, и мы смотрим и говорим, там, какой-нибудь, условно, Медетбеков какой-то молодец. А за этот молодец 10 лет, может даже больше, отвечал какой-то Виктор Михайлович, тренер. Понимаете? Какой-нибудь тренер, который вкладывался в него. Дал определенную школу. Конечно. Он переживал за него, как за собственного ребенка. Понимаешь? Воспитал, сделал его настоящим футболистом. И мы этого тренера никогда не благодарим. Это пусть будет в любом спорте, и в борьбе, и в дзюдо, хоккей, любой. Мы забываем наших детских тренеров. В них надо вкладываться. Им надо какие-то зарплаты давать, какие-то привилегии давать. Что хотел сказать? Короче, там зарубежные буки знают, что у нас чемпионат только начался. Вот хотят зарядить нашу команду. Но есть одна проблема. Какая? Ирланд. С ним тяжко будет договорники делать. Как раньше уже не получится. А что, если он не будет об этом знать? Что будем делать? Втихаря? А если он спалит? Наших футболистов перестанет в состав ставить. Как мы будем влиять на результат? Что делать будем? А вот хрен его знает, что будем делать. Ты его привел, вот и думай. А при чем тут я? Капец ты странный. Это твой пахан попросил же. Я, честно говоря, с ним отношения портить не хочу. И так уже репутация на нуле. Что там, кстати, как аудит прошел? Хреново. Выявились эти мертвые души. Я же давно тебе говорил, завязывай ты эту мелочевку хавать. И что теперь? Отец сказал все вернуть до последней копейки. Там около 60 лямов. Слушай, ну ты же нормально с наших договорных матчей ловишь. Поставь оттуда. Тебе сейчас самое главное наладить отношения с отцом. Да знаю я. Ты меня учишь. Завтра пойду переговорю с ним, все будет нормально. Нам главное этого Ерлана, суку, слить надо. А что если попробуем деньги занести? Мертвый вариант. 100 раз тебе уже говорил же. Хрен с ним. Собрались? Так, ребят, ну мы, конечно, уже знакомились. Кто-то, наверное, знает уже из тренеров. Но давайте мы такое общее одно знакомство сделаем, хорошо? Это наши новые тренера, новый тренерский штаб команды «Намыс». Давайте поаплодируем. Это у нас Жасик, Жасулан. Он будет отвечать за наши манишки, мячи, воду, настроение. Типа бывший футболист, типа закончил академию, типа хочет попасть в нашу команду, типа попал в нашу команду.
потом типа будет играть за нашу команду, потом типа сам технично уйдет. Ну дай бог так не будет, реально попадешь в нашу команду и будешь играть в футбол. Добро пожаловать. Это у нас Марза, мой зам-тренер, заместитель мой. Он это я это он. Поэтому слушайте его. Все, что он скажет, это то же самое, что и я сказал. Добро пожаловать. Дастан, тренер по вратарям. Вратари, наконец-то вы будете нормально защищать наши ворота. Я Дастана знаю давно. Очень опытный специалист. Дальше у нас идет Роберт. Тоже очень опытный специалист. Мастер спорта международного класса. По рукопашке, борьба, тайквондо, там, карате, короче. Что там еще у тебя есть? По школе еще чемпион Тогс-Хумалак. Дальше у нас идет Макс, заместитель Роберта. Тоже будет помогать по физподготовке. Мастер международного класса, 4-кратный чемпион по регби. Журстулосный, может, мы тоже станем чемпионом первой лиги. Команда в сборе, собрал самых лучших специалистов. Теперь ваша задача, ребят, из наших свиней, так сказать, которых я вижу, превратить в наших снежных барсов. Я понимаю, задача сложная, но другого варианта у нас нет. Так что, Роберт, добро пожаловать, приступай. Быстрей, быстрей, что тормозим? Ағайындарға бес берем тез келіп Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it Керек емес ештеңе кеш берем Кеш келің, let's get it, let's get it Керек емес ештеңе Бәріне внимание ал біздерге кэш керек Мен уже клубтан менен еңбекс келеді Мен оған айтам, мына қызға тиіспеді Алма мен мазам жатқан сол баяқ базар Шаш өшіп кеткен тарзан түтін өкпеді бір қазан Күнде қандай базар бар әңгімелерің арзан Бірақ бәңгерлерді жазам бізге аударыңыз назарлар И андай банальный рифмалар аппарат бір жаққа аппарат ақпарат Шоколад бұрышқа тақабат махаббат Бұл рэп емес бұл басқаша аталат Масқара ішпеген сушнер жемеген асқамат Бұның бәрі басталды бірінші класста брат Тұра тұр мен әлі бастамадым Қасында тибойыз қасқа блақ Керек емес ештеңе кеш берем Кеш келің Ағайындарға бес берем тез келіп Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it Керек емес ештеңе кеш берем Кеш келің Ағайындарға бес берем тез келіп Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it Хорошо. Сука. Коба. Брат. Коба. Чё? Али, Коба, молча делаем. Другую ногу. Может, скажешь тренеру? Мозги не парь, понял? Никто не должен узнать. Если кто узнает, можешь ко мне не подходить. Ниже, не отвлекаемся. Да я же о тебе думаю, брат. Я же вижу, что тебе больно. Сука. Давай хотя бы обезбол будешь колоть. Это допинг. Еще хуже. Какой допинг? Обычный обезбол, все же Али, ходят. Коба, еще 10 кругов хотите? Молча делаем, говорю. Следующее упражнение. Правую ногу растягиваем. Ты что, хочешь, чтобы на допингах спалился? Это еще хуже. Тут тебе спалит обычные обезболы. Все спортсмены колледжа. Так не пойдет же, брат. Другая нога. Ты пойми, у меня скоро матч. Я не знаю, на кого я могу рассчитывать. Понимаешь? Конкретно мне скажи, на кого из наших игроков я могу рассчитывать. Я недавно цитату одну прочитал. Диагностика достигла таких целей, что не осталось здоровых людей. Во-первых, хреновая цитата. Во-вторых, если ты не можешь никого вылечить, или боишься, или еще что-нибудь, ты мне скажи, мы тебя поменяем. А вам цитата не понравилась? Мне не понравился твой настрой. Еще раз вопрос. На кого я могу рассчитывать? Бутсы взял? Бекпаев и Махамбетов растяжение где-то 2 недели. Габко с коленом у нас, плюс-минус месяц, но я думаю, я их побыстрее на ноги поставлю. Вот, еще. А еще Себетов и Нурбаев заболели, как обычно. В смысле, как обычно, это же ключевые игроки же. Простуда. Смотри, сделаем так. Сейчас я пойду на тренировку, потом вернусь. По каждому игроку пройдемся. Кто готов, кто нет. Хорошо? Все хорошо. И те, кто якобы заболели, завтра на тренировку, если не придут,
позвони, так и скажи. Я их всех нахрен пошлю, понял? Понял. Давай тогда, Ке, помогай. Нам надо чемпионство брать. Понял. Ну что, мужики, я думаю, вы уже примерно познакомились с командой. У вас есть понимание, кто как из игроков играет. Надо сделать какой-никакой, ну, костяк нужен нам по составу. Согласны? Да. Чтобы у нас было понимание, как играть, с кем играть. В ближайшем будущем уже сам чемпионат начинается. Плюс товарищеские матчи. Так что, ну я не знаю, примерный какой-нибудь состав нам нужен. Что у нас по вратарям? Ну, я предлагаю поставить Гришу в основу. Он более надежный и хорошо играет ногами. Мадишка что? Не, Мадишка ненадежный. И да, кстати, нам нужно будет нового вратаря найти. Нужен второй воротчик. Вот проблема. Что по защите? Так, в защиту в середину предлагаю поставить Азу и Айжаса. Аза опытный и руководить будет защитой, а Айжас с пасом, чтобы из обороны выходить. Согласен. Слева давайте Равиля. Он неуступчивый такой, хороший отбор, ну и диагональные пасы будет хорошо выдавать, да? Да, у него еще он цепкий, да. Так, по полузащите, центральной полузащите, я думаю, поставим Яросыла и Мурата. Они быстро принимают решения с мячом, ну и хорошо видят поле. Они мне очень нравятся. А справа, думаю, поставить так. Справа у меня стоит Руслан. Блин, не знаю, я бы Кобу поставил. Он быстрый, с дриблингом, хороший. Единственное, травма, что ли, у него дискомфорт какой-то в колене. Ну, я думаю, это решаемая проблема. Че, вылечим? Конечно, у нас наши медики не из Германии, но что-нибудь придумают, я думаю. По-моему, никто не поможет уже. А что сказал врач? Что сказал? Сказал все, салам алейкум моей карьере. Хочешь, брат? Пройдет все? Ни хрена ничего не решится. Ни хрена ничего не решится, бля. Это конец, братан. Конец. За что мне это? Почему колено не заживает? Сожрет, родной, хватит уже. Соберем деньги, придумаем что-нибудь. Так, по нападению что у тебя нападающий? Нападение давай Альтаира поставим. У него чуйка хорошая. Ну и на втором этаже он хороший. Хорошо. Ну и вторым давайте. Я думаю, вы будете согласны, если мы поставим Алишку. Он быстрый, резкий и двумя ногами играет. Двухногий он. Да, если они вдвоем сыграются, будет хорошо. Да. Так, я, кстати, что у вас по Берегу и Ильжасу? Мне кажется, они все-таки мертвые, Нет, да? не тянут. Вообще не тянут, мешковастики. Согласен. Их надо аккуратно как-то слить. Плюс, я думаю, надо подтянуть тренировочку еще. Что там по тренировке? Что добавить надо? Думаю, больше нужно будет их поднагрузить, над физикой поработать, чтобы на весь сезон их хватило. Да, физика у них очень слабая. Надо Роберта и Макса попросить, чтобы потаскали их еще. Еще какое-нибудь предложение есть? Ой, ну, работать много над чем. Там и прессинг надо выставлять, и защиту выставить. Стандарты надо наработать хорошенько. Руководство хочет, чтобы мы с этими мешками взяли чемпионат. Ну что, для этого нас позвали? Я мамбер Джаксон. Да, я попозже приеду, вы ложитесь, не ждите. Ага, давайте. Нормально все? Спрашивал, когда приеду. Знаешь, что обидно? Я маме обещал просто, что закрою все кредиты, долги, построю большой дом, свожу их на море, заживем, типа. Теперь это все просто так, слова. Я просто терялся в толпе.
Хватит родной не говорить так, а? Нормально говорю же. Соберем мы эти деньги. Я лично, как минимум, помогу собрать эти деньги. Кит домой, а? Что мы тут делаем? Завтра тренировки. Сколько будем здесь сидеть? У пацанов мечта сделать денег, построить большой дом, не смотреть на ценник. Она судьба, не балуюсь с рождения. И каждый новый день это один и тот же понедельник. Раскидать бы долги, кредиты, коммуналки, съемные квартиры, пробки, мигалки. Стоим, курим у магазина, обсуждаем подорожание бензина. В целом вот такая вот картина, а нам бы на моря, чтобы все красиво. А пока мы пахнем и цветем, ничего, скоро заживем. Можно? Заходи. Вот. Что это? Доказательство того, что ты зря меня обвинил. Я нашел, кто все это мутил. И кто? Бухгалтерша. Там какие-то договора не подписала, каких-то футболистов еще не уволила. Поэтому деньги пропадали. Слушай, а тебе не жалко бухгалтершу? Почему жалко? Ну ты же сейчас на нее все скидываешь. Как-то неудобно. Сейчас я ее приведу. Сядь, подожди. Все, садись. Просто ты же сам ее устраивал. Да, я сам ее устроил, взял на работу. Откуда я знал, что она будет такое мутить? Я не могу за всем уследить, пап. За всеми не надо. Ты с себя начни. Начинай, пожалуйста. А? Я тебя прошу. Я нашел крысу, которая воровала деньги. Подключил ментов. Надавил на нее. Все нотариально заверил. Все нормально, пап? Да ты что? Да. Сегодня же все деньги поставят на место. Хорошо. Пап, у меня к тебе такой серьезный разговор. Ну, говори. Ну, я так же переживаю, как и ты, за этот клуб. Очень сильно. Я знаю то, что я, бывает, палку перегибаю. Ну, в последнее время я чувствую от тебя какой-то холодок, пап. И я понимаю, что такого не должно быть. Мы же семья. Я твой сын. Я также переживаю за это все. Ну, пап, я понимаю, без тебя у меня бы ничего не получилось. Поэтому прости меня. Пусть будет, как ты захочешь. Диас, мне от тебя много не надо. Я хочу, чтобы ты стал хорошим человеком, который в будущем возглавит мои дела. Поэтому с тебя двойной спрос. Понял, пап. Понял. Я тебя не подведу. И, пап, я хочу сегодня увидеться с мамой, пойти купить цветы. Я подумал насчет твоих слов, которые ты мне сказал. Посидел, подумал. Насчет мамы, брата, сестры. И вот хочу сегодня встретиться с мамой. Если ты свободен, можешь присоединиться. Если приглашаешь, хорошо. Хорошо, пап. И этот... блин, даже не знаю, как сказать, все неудобно. Пап, ну, хотя мы каждый день видимся, но можно я тебя обниму? Скучаю по тебе. Жарайт, кел. Мам, вот основной подарок. Курьер просто задержался. Да ты что, ты же мне цветы уже подарил. Зачем? Да ладно, мам, давай одену. Ой, нет, давай, я посмотрю, налюбуюсь. Нравится? Ой, Рахметжан. Откуда у тебя столько денег, а? Ты случайно не директор клуба? Между прочим, мой Диас сам зарабатывает. Он с утра до вечера работает. Вот сегодня время нашел.
с нами встретиться. Да. А ты вечно чем-то недоволен. Все нравится, я доволен. Интересно, сам додумался, Диас? Ну, пап, ну не начинай, пожалуйста, пап. Всё, давай, ешь, а то остынь. Кстати, пап, я хотел насчет тренера поговорить. О, Россия. Я думал, в чем подвох. Собрал нас всех. И что хочешь, в такой обстановке слить своего? Да нет, пап. Пап, Сембридж тренировался раньше, пап? Ну, зачем ты так сразу? Я просто хотел от души поблагодарить тебя и сказать искренне то, что я был неправ. Ну, у тебя чуйка на таких людей. Я думаю, мы с ним много чего добьемся. И, в принципе, он неплохой, пап. Прости, я молодой. Ну, бывает, делаю ошибки, мам. Ну, правильно же, мам? И моя основная новость. Я нашел спонсора, который будет спонсировать нас на сезон. 50 миллионов тенге. Да ну. Надеюсь, не букмекер опять. Умаров против будет, знаешь? Знаю. Нет, нормальная компания. Кстати, Умаров сдержал свое слово, потянул спонсоров. Гелич выделяет 100 миллионов. А, да вы что? Молодец. Ну, у меня, конечно, не 100 миллионов, но хорошая компания, достойная. И они заинтересованы молодежным футболом. Вот только, пап, я не знаю, куда повесить их логотип. Да хоть везде можешь их разместить. Так, все, хватит о работе. Ну, когда мы еще так собираемся, а, вместе? Давай, ешь. Все, хорошо. Ты лучше бы тост сказал. Тост так тост. О. Ну, сегодня мы не полной семьей собрались. Старшие у нас заняты, а Диас, бездельник, всегда свободен. Пап, мам. Ладно, сынок. Не обижайся. Чтоб ни было, мы с мамой гордимся тобой. Да. И всегда поддержим. Только ты тоже не наглей давай. Ой, пап. Ой, мой Зос. Я так соскучу, господи. Я тоже. Из этих парней мы хотим сделать настоящих бойцов футбола. Как игроки Атлетико Мадрид, Симеоне. Помните вот таких мощных игроков? Вот таких же сделать. Ну, и либо отдадим в регби, либо в детский футбол был Мэджеса. Так что, если вам интересно, переходите по ссылке и смотрите дальше. Коррупция. Купил себе круз, подсудил людей. Недавно Санат подходил ко мне. Я наоборот хочу предложить тебе заработать. Что говорить? Просто надо матч слить. В ближайшей игре потупишь чуть-чуть. Получается, ты теперь с нами, да? Есть подозрение, что у нас есть игроки, которые сливают матч. Надеюсь, он нас не кинет. Ты просто стой на ворот, пропускай голы. Вот почему не горят фонари. Каждый второй сушит сухари. Жадность подруга, тут с нею на ты. Честным быть, как пешком до луны. Это взятки. Коррупция, взятки. Коррупция. Купил себе круз, подсудил людей. Честная игра не лучшая идея. Договорный матч, рефери, арбитр. Занеси конвертик, твоя карта бита. Взяточка, карман главному на поле. Какой, блин, чемпионат, тут монополия. Разговор короткий и не о футболе. Честная игра. Ты чё, на приколе? Коррупция. Вот почему не горят фонари. Каждый второй сушит сухари. Жадность подруга, тут с нею на ты. Честным быть, как пешком до луны. Это взятки. Коррупция, взятки. Коррупция. Соточка, десяточка. Это все же взяточка. 2 конверта, парочка. Красная им карточка. Заносят там денежку. Залетает ставочка.